Здравствуйте. Ну, маленькая техническая накладка. Не совсем та заставка появилась сейчас в эфире, которая должна была быть. Поэтому я с удовольствием объявляю всем, что в эфире программа «Хастагулу Амта». Эх, время, в котором мы стоим. И сегодня Ибрагим Чкадо представит тему нашей предстоящей беседы. Добрый вечер. 14 августа – это дата начала войны, в результате которой, собственно говоря, образовалось наше государство. И в этом немалая заслуга добровольцев из братских республик Северного Кавказа, Юга России, да и дальнего зарубежья. И в этом смысле очень знаково, что на следующий день, 14 августа, это такая трагическая дата для нашей страны, а вот 15 августа – это День добровольцев, это день надежды, день вот этой братской помощи, с помощью которой, собственно говоря, и образовалась победа, получилась победа в результате. Ну, от себя я хочу сказать, что вот чем дальше, тем более глубоким становится вот это осознание того, какую невосполнимую утрату мы понесли во время Отечественной войны 92-3 годов. Вот я, конечно, восхищаюсь всеми теми людьми, которые воевали. Особое восхищение вызывает вот у меня, конечно же, присутствие и такое очень ответственное поведение и решение добровольцев. Вот об этом мы сегодня поговорим. Поговорим о добровольческом движении и, конечно же, о том, что для нас значила вообще эта война, в частности, начало войны. У нас в гостях Заур Боров, кавалер ордена Леона, доброволец из Кабардии. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Заур, как начиналась война? Вот, что было первичным? Я понимаю, что ты можешь за себя говорить, но ты можешь и говорить от лица, может быть, своих друзей, товарищей, которые рядом с тобой были. Что было вот в этом добровольчестве первично? Вообще, из чего оно состояло? Это вот, зов крови. Понятно, мы один большой народ. Или это историческая общность, или, может, это вот осознание катастрофы от маленького народа, который мог исчезнуть. Вот, что вот для тебя вот запомнилось? Я думаю, для каждого человека своя персональная история. У одного это зов крови, у другого это маленький народ, у третьего, сложно сказать, нельзя всех добровольцев под одну гребенку. Тем не менее, какие-то вот общие черты, может быть, по территориям или по возрастам, там, я не знаю, были все равно. У нас, конечно, в Кабардино-Балкарии, я имею в виду кабардинцев, Карачаево-Черкесии, черкесов, адыгейцев, то есть братские народы, те, кто считает, что абхазы их родственники по крови, конечно, в первую очередь это родственные отношения. Конечно, зов крови, потому что как ты не поможешь своему брату. Вот, это в первую очередь. Конечно, немаловажно что? Немаловажно это маленький тот кусочек общения, который был до войны. Это я имею в виду 91-й, 92-й, это фестивали, это поездки студентов и так далее. Конгресс, да. Это создание Ассамблеи горских народов Кавказа здесь, в Сухуми. Ведь тогда это как бы своего рода утоление голода было. Столько лет не виделись, да, разорванные были народы, не встречались, и вдруг такой глоток воздуха, появились друзья, появились какие-то связи, какие-то общие интересы и так далее, и вдруг война. Все поняли, что надо пойти помочь. Как, не очень понимали. Многие просто рванули сюда, даже без мысли воевать. Просто поедем, а там нам уже скажут, что нужно делать. Да, где полезны будем и так далее. Я думаю, у каждого человека своя история была. У меня была своя история. Я учился на историческом факультете. Мои братья, мои друзья учились тоже. Я имею в виду исторический факультет. У нас была такая группа ребят, которые дружили. У нас были друзья в Абхазии. Периодически мы, соответственно, встречались, ездили друг к другу. И мы поняли, что мы должны пойти. Мы собрались и ушли. Пришли сюда через перевал. Вот так приблизительно. Вообще, знаете, Заур, я хотел что спросить. Не знаю, насколько это вообще вопрос тактичный, так сказать. Более 20 лет уже прошло после того, как война закончилась. 22 годовщина. Да. Дело заключается в том, что День добровольца отмечают только сегодня. Да, сейчас. Несколько раз уже было.
Вот скажите мне, пожалуйста, вот День добровольчества, это что сейчас, вот как вами воспринимается? Как некая такая формальная дань воевавшим в Абхазии? Или за этим стоит некая необходимость такая? Я бы даже хотел сказать, вот как вы понимаете, в чем необходимость празднования или отмечания этой даты? Ну, я думаю, и здесь обе вещи, которые вы сказали, имеют место быть. Соответственно, и формальность тоже имеет место быть, потому что государство все старается формализовать. Да, обязательно какой-то красный день календаря сделать и так далее. Но я не думаю, что это просто формальность, пока существует сам абхазский народ. То есть все равно люди как-то хотят, ну, как-то сказать спасибо. Может быть, они не знают, в какой форме это сделать. Может, они не могут придумать новой формы какой-то. Но, в принципе, это неплохо, что и государство, и, значит, общество пытаются каким-то образом сказать спасибо людям, которые на каком-то этапе оказали помощь этому государству. Пусть формально, пусть даже так. Хотя, я думаю, что просто в какой-то момент решили что-то придумать и придумали этот праздник. Теперь смысл только, чем его наполнить, этот праздник, да, и так далее. Я, знаете, ну вот в чем вы видите такую необходимость? Что нужно именно конкретно теперь, чем наполнить так, чтобы это, ну, некоторыми людьми не воспринималось как некая формальность? Если это праздник, посвященный добровольцам, то я бы сделал так, чтобы он был на перспективу. То есть к этому празднику надо молодежь привлекать. Смысл добровольцев не в том, что пришло там 1000-2000 человек, повоевали за Абхазию, помогли, хорошо, спасибо, до свидания. Нет. Смысл добровольцев в том, что это какой-то братский порыв, это желание помочь, это умение помочь. И это самое главное, что это должно в нашем обществе развиваться и далее потом. Надо молодежь учить тому, что ты должен быть всегда готов прийти на помощь. Как бы это вот ни звучало, несколько засаленное это слово определенно, но должна стоять за этим делом какая-то идеологическая работа. Это полностью не просто идеологическое. Его можно по-другому было переименовать, допустим, братский день назвать или еще как-то. Не в этом дело. Я имею в виду на том, что у нас хорошо получилось в 92-м, 93-м. На пике вот этого братства, которое мы смогли в это тяжелое время создать, надо научить молодежь, чтобы этот пик братства для них стал обыденной ситуацией. Не эталоном, обыденной ситуацией. Они не должны думать, что это героизм. Они должны думать, что это обыденность. Помочь своему брату, помочь своему соседу – это обязательная необходимость. Если мы вот в таком кадре или ракурсе будем рассматривать этот день, и так будем учить молодежь, вот на этих каких-то примерах, то тогда, я думаю, он будет полезен и необходим. Да, мне кажется, еще один аспект есть у этого, мне кажется, важно, он тоже, собственно говоря, идеологический. То, что мы сделали общую, это исторический факт, то, что была война, и то, что образовалось государство. И очень важно, что это сделали не только абхазы, это сделали со своими братьями. То есть мы сделали общую историю. Нет, но тогда Владислав Григорьевич очень профессиональную вещь сделал. В 92 году указом, я не помню, председателя парламента, от какого числа, августа месяца, все добровольцы были объявлены гражданами Абхазии, то есть его распоряжением. И, в принципе, это была великолепная вещь. Мы просто пришли когда сюда, мы сразу поняли, что мы здесь не просто какие-то там, я не знаю, прохожие ребята, а мы автоматически несли ответственность за создание этого государства, и мы к этому государству до сих пор относимся как к своему. Ну, это и правильно, это и логично. Да. А вообще вот мы как-то тоже говорили о том, что мы часто, когда даже вот про этот праздник говорим, про добровольцев, мы имеем в виду только вот солдат, которые приходили сюда, то есть военную непосредственную помощь. Но была огромная помощь и материальная, и финансовая помощь. Гуманитарная. Да, гуманитарная. Что там, как вы думаете, это же тоже надо отмечать, это тоже надо вспоминать, и это тоже требует благодарности такой, человеческой и исторической. Вообще в этом отношении, я честно скажу, у меня несколько другой ракурс взгляда на войну. Да, мы пришли сюда, да, мы воевали, да, мы помогали. Кто-то говорит, мы много помогали, кто-то говорит, мы мало, это роли не играет. Все-таки Республике Абхазии помогал не Боров Заур, и не Ибрагим Яганов или еще кто-то. Республике Абхазия помогала Кабардино-Балкария, я имею в виду народ.
Потому что помощь народа Кабардино-Балкарии несоизмерима с тем, что сделали добровольцы. Я помню, я смотрел как-то документы, я не знаю, они вообще сохранились в архивах или как, с 14 августа 1992 года по 1 января Республика Кабардино-Балкария оказала помощь в размере 1 миллиарда рублей. Причем 500 миллионов это республика и 500 миллионов это гражданское население. То есть у нас шли постоянные какие-то телемарафоны, люди себе, председатели колхоза отгружали муку бесплатно, я не знаю, мясо, теплую одежду и так далее и тому подобное. Люди деньги собирали. Вот мои родители всю войну, каждый месяц отец зарплату матери забирал, приходил, значит, Конгресс кабардинского народа и каждый месяц давал зарплату. Только матери? Ну и свою, соответственно, да. То есть я до сих пор не очень понимаю, как они выжили, но они были не единственной такой семьей. Были бизнесмены, которые сдавали деньги, я не знаю, там еще кто-то, еще кто-то. Республика восприняла горе абхазского народа как свое персональное горе. В санатории горный родник беженцы абхазские жили. То есть, ну, чем могла республика, вот помогала. Я не знаю, там передавала вертолеты, вывозила раненых, лечила людей, переправляла медикаменты. И то же самое могут рассказать про республику Адыгея или, допустим, про республику Карачаево-Черкесия, которые сделали площадку, с которой кормился Ткварчели. Все вертолеты оттуда перевозили гуманитарный груз. А эту муку собирали по селам, по аулам, я не знаю, и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, помогали, да, конечно, хорошо, что выделили День добровольцев, что нас помнят здесь, но мне кажется, забывать вот ту вещь, она не меньше, чем конечно, солдаты, конечно, да, конечно. Нельзя, и поэтому, мне кажется, как-то вот участие вот этих республик, народов этих, это как-то отметить надо. Вот и как... Да, и потом мы же все смертны, мы все стареем и так далее, очень важно, чтобы мы эти теплые эмоции, которые мы выражаем в тостах, они все-таки были зафиксированы и в истории, и в идеологии, и в учебниках и так далее, и в этих же цифрах, то есть по экономической помощи. Это очень важно. Экономика, война тоже имеет свою экономику, и немаловажную роль в этом. Там, если бы только в экономике было, там, понимаете, какая ситуация. Вот я вам как пример расскажу. Был у нас такой начальник транспортной инспекции Ахохов Аслан, удивительный человек. Он в прошлом году приезжал в Абхазию, по-моему, выступал на эфире. Он просто в начале войны загрузил 300 тонн муки, привез их в Туапсе, воспользовался своими дружескими связями с транспортной инспекцией Туапсе, загрузил на первую попавшуюся баржу и притащил в Абхазию эту муку. Он герой или кто? Первые 300 тонн муки он притащил сюда, да. Причем я первый раз, когда его увидел, он был в образе чиновника, черный костюм, галстук, в блокированной Абхазии. Я говорю, что вы здесь делаете? Он говорит, а я муку привез. Вот я считаю, что он во много раз больше герой, чем я, и больше помощи Абхазии принес. Таких и больше неизвестных очень много. И их много. Или, допустим, когда вывозили с аэропорта погибших с сочинского аэропорта, в Нальчике не могли оплатить самолет, арестованные были счета Конгресса кабардинского народа, подъехал какой-то кабардинец, оплатил рейсы этого самолета и уехал в никуда, и до сих пор его фамилию не знают, имя не знают, и кто он и что он не знает. Да, ну сложно сказать. Поэтому я не выделяю персонально кого-то, а просто говорю, в это время отношения абхазского и адыгского народа стояли абсолютно на другой вот планке, на другой высоте. Хотелось бы, чтобы эта планка только поднималась, но ни в коем случае не опускалась. У вас есть какое-то ощущение того, что сейчас эта планка несколько принижена? Я думаю, не несколько, а намного она снизилась. В чем причина и каковы вообще, так сказать, исходные вот ваших таких представлений? Ну, я думаю, несколько причин. Первая причина, это, конечно, за последние 10, так, ну, скажем, лет политическое руководство Абхазии. Потому что идеологию государства должно создавать руководство государства. Идеология государства несколько изменилась. Конечно, не секрет, у Владислава Григорьевича Арзенба к Северному Кавказу у него довольно-таки субъективное отношение было. Во-первых, соответственно, благодарность за войну, которую ему помогли выиграть, это его личное было отношение. Во-вторых, у него какие-то надежды были связаны с Северным Кавказом, и я думаю, что довольно-таки обширные надежды, и поэтому у него он влиял на Республику Абхазия
значит, следующим образом. Он очень хотел, чтобы Абхазия с республиками Северного Кавказа интегрировалась, отношения расширялись и так далее и тому подобное. Я предполагаю, что у последующего руководства такой надобности уже не было, потому что появились серьезные отношения с крупным государством, Российская Федерация, да, то есть уже не было блокады, уже было сперва де-факто признание, ну, грубо скажем, какие-то экономические отношения, границу открыли, потом уже, да, потом уже де-юре признание и так далее, и, значит, отношения с серьезным крупным государством начали заслонять отношения с маленькими республиками. Ну, я думаю, это первая причина. Вторая причина, конечно, уже такого напряжения физических и эмоциональных сил, как во время войны, не было. Абхазия занялась обычным каждодневным мирным трудом, ну, то есть строительство, я не знаю, там бизнес маленький, еще что-то. И там уже как бы не совсем до отношений было. То есть потихоньку они начали забываться, глохнуть, идеология уже вот как бы на несколько другие вещи была. Ну, вы знаете, конечно же, такого графика все время, знаете, ровного абсолютно не бывает в взаимоотношениях между кем бы это ни было. Но с другой стороны, конечно, мы никак и не рассчитывали и совершенно не готовы были к тому, что есть какое-то есть какое-то понижение уровня общения, и в этом возникают какие-то проблемы. Вот на ваш взгляд, что нужно, как вы думаете, вот сейчас вы обозначили уже проблему, на ваш взгляд, она понятна. Что нужно предпринять для того, чтобы, в общем-то, восстановились те отношения, которые были, то братство, которое было во время войны, вообще вот весь тот, извините, опять же, это такое засаленное слово, весь тот пафос наших взаимоотношений с адыгскими народами? Я думаю, в большой степени все зависит от вас. То есть в 92-м, 93-м, 94-м мы ясно и логично понимали, кто вы и чего вы хотите. Сейчас нам сложно понять, вот, потому что явно выражено мы не можем сказать, абхазы хотят того, или они идут туда, да, или у них как вот такая... государственная единица вы имеете в виду? Да, ну потому что все равно хотим или не хотим, какую-то идеологию общества, какое-то направление общественного развития все равно зависит от руководства республики, да, от, значит, каких-то лидеров общественных и так далее. Мы не очень понимаем, в каком отношении вы развиваетесь, мы не очень понимаем, какая идеология в вашем обществе, и нам сложно вот как-то выстраивать или там понижать градус, повышать. Это первое. Мне кажется, что вот, вам знаете, надо... как-то немножко все-таки хочется уточнить, что вы под этим подразумеваете. Непонятно, куда мы идем. Это что такое? Это что значит? Это, то есть, что непонятно? Нам непонятен вектор вашего развития. Вы знаете, у нас, конечно же, не все в порядке, но все-таки многие вещи очень определены. Какие, базовые. например? Это независимость, самостоятельность, это, конечно же, продвижение к какому-то процветанию и так далее, благосостоянию. Видимо, у нас разные критерии оценки на Северном Кавказе и у вас. Почему? Потому что мы видим, что у вас несколько изменилась ситуация с армией. А мы на Северном Кавказе считаем, что армия это как бы чуть ли не главное достижение и гарант безопасности абхазского народа. Это первое. Второе, культурный вектор у вас стал немножко не кавказский, если так можно выразиться. Да? То есть? Ну, нам сложно сказать. Мы на Северном Кавказе, как бы у нас такой вот сейчас подъем национальной культуры, да, в чем бы это ни выражалось, это в искусстве, это в живописи, это в творчестве, это в бытовой какой-то обычной сфере. У вас мы, во-первых, такого подъема не замечаем, и нам кажется, что у вас регресс. Вы как бы более такие европеизируете, или я не знаю, или вот немножко там обрусеваете, но нам кажется, что вы в другом направлении, ваш культурный вектор двигается. Это два. Третье, ну, сложно сказать, наши люди приезжают сюда или по делам, или на курорт, да, и мы видим, что вы не так развиваетесь, как мы предполагали бы, что должно развиваться независимое государство. Это и в экономическом развитии. До сих пор многое у вас оправдывается тем, что 22 года назад война была. Да? 22 года – это огромный срок, за это время перестраивается, все меняется. Мы же видим, как развиваемся мы сами.
Вот. И нам кажется, что у вас большие проблемы. Ну, у нас проблемы, конечно, большие, и у нас вообще-то как-то к этому идет какая-то подвижка, в этом идет какая-то подвижка, и вот события недавние тоже, 27 мая, они как раз об этом говорят, что, конечно же, внутри у нас есть стремление к тому, чтобы улучшить и сделать ясной для понимания и наших братьев, и вообще всех тех, кто за рубежом находится, понимание того, что мы строим и к чему мы идем. Но это процесс. Конечно, есть некоторые упреки, что мы как-то вот живем иждивенчески, и поэтому и не развиваемся, и есть в этом некоторая опасность такая для всего государства. Вы отслеживаете вообще вот нашу жизнь, вы же частью считаете, правильно, Абхазии себя? Вот как вы... Конечно, вот 27 мая, ну, события майские Да, ваши. вот, кстати, очень интересно, как... Конечно, они отслеживались и не только мной, а всем Северным Кавказом. И тем, кто здесь воевал, и тем, кто не воевал, и особенно молодежи. Потому что вы понимаете, что самая радикальная часть общества – это молодежь, и она с удовольствием смотрит, что же происходит. Радикальные вещи. Да, и учится, соответственно. Вы знаете, по этому поводу тоже я вам могу сказать, это мое личное мнение, это не обобщенное мнение кабардинцев и так далее. Вы поразительно везучий народ. Вот если бы где-то, ну, к примеру, Украина у всех перед глазами стоит, если бы это где-то выродилось бы в кровавые какие-нибудь события, да, там как в Египте или, я не знаю, в Ливии или еще, вы как-то умудряетесь это все аккуратно и интеллигентно сделать. Я вам завидую. В этом отношении я абхазскому народу завидую, я вам правду скажу. Второе, я не думаю, что это был общественный или политический процесс. Мне кажется, это народный процесс был. Потому что вы сделали это не политически, не законодательно, и не конституционно, и не военным путем. Вы решили это народным сходом и собранием. Я думаю, это вот такая глубинная часть культуры абхазского народа. Вам повезло, что у вас это еще есть. Вам повезло. Те народы, у которого нету, тем приходится решать вопросы или танками, или пушками, или еще что-то. Ну, выльется знаете, это в реформы, жизнь покажет. Я сейчас не могу сказать, и никто не может сказать. У вас сейчас выборы. Слава богу, выборы пройдут 24-го. У вас будет новое руководство в Абхазии. И цыплят по осени считают. Потом будет видно. А вот тут будет другой вопрос. Теперь уже каждый новый президент, это ведь ваш первый опыт, да? Народным сходом. Но такой смены президента, да. Да, и теперь каждый президент в последующем Абхазии будет помнить этот народный сход. И будет знать, что сзади сидит Дамоклов меч. И поэтому это может быть еще один, немножко неконституционный, но тем не менее еще один сдерживающий фактор в Абхазии будет для власти и так далее и тому подобное. Я считаю, что Абхазия вынуждена будет на какие-то реформы пойти, на серьезные, кто бы ни пришел к власти. Почему, я вам еще скажу. Это мое мнение. Владислав Григорьевич, Александр Золотинскович Анкваб и Сергей Васильевич Багапш – это политики одной эпохи были. Да, в принципе, их эпоха сейчас ушла. Сейчас к власти так или иначе придут молодые люди другой эпохи, у них другие команды, другие поколения, которые уже мыслят совсем по-другому, которые плохо помнят Советский Союз, и они воспитаны на каких-то других ценностях. И они точно реформируют эту систему. Другой вопрос, в плохом смысле, в хорошем, выгодном абхазскому народу или невыгодном, это уже жизнь покажет. Но я, как всегда, как и каждый абхазец, как каждый гражданин Абхазии, я точно так же надеюсь на лучшее. И мне кажется, что будет нормально все. Вот вообще в связи с этим, конечно же, знаете, хочется поговорить вот и о последствиях того, что произошло 27 мая. Последствия, вот на ваш взгляд, как вы оцениваете то, что сейчас происходит в обществе, и в том числе вот предвыборная ситуация? Вот, это как-то повлияет на абхазо-адыгские отношения? Да, я думаю, что они станут улучшаться. Я чувствую, во-первых, я чувствую интерес в этом. И этот интерес не сейчас во время выборов возник, а эта потребность, вот в нашем времени эта потребность возникла приблизительно в течение последних 2 лет. То есть эти отношения начали вот немножко развиваться. Я почувствовал, как они начали развиваться, в них появилась потребность,
они не просто начали развиваться, на них, как бы объяснить, их начала развивать та часть, которая к войне опосредованное отношение имеет. Я имею в виду молодежь. Молодежь, которая родилась или во время войны, или после войны, она их начала развивать. Я думаю, они создадут свои новые абхазо-адыгские отношения, и это отношения уже будут не наши, у них будут свои отношения, они на свой уровень их поднимут. Но базироваться должны на наших Да, отношениях. а вот базироваться на чем? Мы должны по наследству какие-то базовые ценности им передать, и мы должны передать им по наследству историю, о чем вот и гласит 15 августа, День добровольца, мы им должны эту историю передать. Но они уже все равно, они создадут уже свою историю. И я надеюсь, что вот 27 мая это вот тоже очень ключевая точка вот в этих отношениях. Почему? Потому что я думаю, Абхазия после майских событий очень сильно изменится. Я не могу сказать, многие говорят 180 градусов, 70, геометрия неприменима к этому. Но то, что Абхазия изменится, и то, что эти изменения довольно серьезно повлияют на Абхазию, я в этом уверен. А есть какие-то уже признаки этого изменения? Да, во-первых, Абхазия, в чем эти признаки? Во-первых, я эту молодую волну политиков, я ее не просто уже чувствую, я ее уже вижу. То есть на экране везде мелькает огромное количество людей, которые раньше не были представлены, да, молодых в общественной жизни. Во-вторых, они абсолютно новые идеи с собой несут, которые фактически никогда их не было. В-третьих, я чувствую, запахло 92-м, знаете, в каком отношении? Не войной. Тот же уровень пассионарности появился. Искра пошла, да? Да, искра опять пошла, уже глаза горят. Не вот эти скучные дяденьки, которым там экономика 23%. Нет, пошла такая серьезная горящая молодежь, которая реально переживает за свой народ, которая реально переживает за эти отношения. В сети я иногда заглядываю, в сеть, там такая рубиловка страшная между этой молодежью идет. Это прекрасно. Очень плохо, когда равнодушная. Да. Молодежь должна или отрицательно, или положительно к этому относиться. Или там, как-то, но не со знаком ноль, не равнодушно. Мы вообще на пике каких-то вот исторических событий у нас всегда, мы так или иначе обращаемся к Северному Кавказу, потому что, это все-таки такой генокод у нас какой-то один общий есть. Хотя нас Советский Союз такой разобщило немного, по республикам разбило там и по разным моментам дело. И вот сейчас вот этот импульс, который вот вы чувствуете, он так или иначе все равно коснется и взаимоотношений с вами. Но мне очень интересно, знаете, ваш взгляд еще, почему вас тут столько пытаем, и может уже даже отходим от темы добровольцев, потому что у вас уникальная ситуация. То есть вы часть нас, но при этом вы можете посмотреть на нас со стороны. Вот чего нам иногда не хватает, вот такого братского взгляда со стороны. Вот, когда вот такая была фраза, вот мы не знаем, куда вы идете, а куда вот в представлении брата единокровного, который с нами ковал победу. Я понимаю, что вы в составе огромного государства, а у нас положение такое уникальное, когда мы стали страной, независимым государством. Вот каким такое маленькое государство, кавказское, абхазское, адыгское, так скажем, потому что и часть адыгов в его основании лежит и так далее, должно быть в будущем, выживет. Вот я всегда, меня этот вопрос волнует, потому что 21 век он как-то не сформировал еще правила выживания государства, тем более в таком месте, как мы. Мне кажется, знаете, что у любой нации первое условие, не первая, единственная цель любой нации – это выживание. Тем более маленькая это безопасность. Да, выживание в любом смысле, экономическом и так далее и тому подобное. Да, и это не секрет, этого же хотят и русские, и армяне, и украинцы, и немцы, кто угодно. Да? Мне кажется, что и Абхазии это. И безопасность, она должна включать огромное количество каких-то вещей. В первую очередь, это безопасность, соответственно, которую вы сказали. Второе, это страшная угроза ассимиляции. Вот у нас, мы удивлены, у нас на Северном Кавказе глобальными такими важнейшими вопросами, которые поднимает общественность, это язык, это демография, да, и так далее, и тому подобное. У вас эти вопросы как бы
не нужно обсуждать. Вы можете эти вопросы выносить в парламент, в законодательный. Напрямую решать. У вас есть уже инструмент, независимое государство, которое должно этим заниматься, но мы этого не видим. Ваше государство занимается экономикой, еще чем-то, чем-то, а вот эти стратегические вопросы оно не поднимает. Во-вторых, на что бы мы вот надеялись, или чего бы мы хотели бы? Абхазия должна показать всем остальным нациям какую-то модель, потому что если вы умрете, значит все наши, не то чтобы надежды, а все наши мысли, мечты о возможности там чего-то, о возможности того-то, они все умрут. Понимаете, вы не только за себя, вы за мечты других отвечаете. Вот. Вы должны модель какую-то свою государства создать, и самое обидное, что вы иногда идете по неправильному пути. Вы пытаетесь копировать другие государства, часто очень большие. Не надо. Я понимаю, что вы будете ошибаться, но вы должны свое создать государство. Это не значит принципиально отличаться от других. Нет, другие инструменты можно брать. Глобализация сейчас всех затронула, и от нее не увернешься никак. Но, тем не менее, если это абхазская нация создает государство, если это народ Абхазии со своими присущими здесь какими-то этническими вкраплениями, какой-то вот уникальностью, я не знаю, это армяне, это русские, здесь вот такой котел переплавился. Да создайте вы что-то, чтобы людям было комфортно жить на этой территории. Ну, вы знаете, этот сделайте ее вопрос, привлекательной. Постоянно стоит, и все-таки я думаю, что вот именно события 27 мая как раз по этой причине и возникли, что есть такая потребность уже в продвижении вперед и создании более комфортных условий для государства и для граждан. Да, но все-таки, знаете, вот интересно от вас услышать, от наших братьев, вот как говорил Ибрагим, взгляда со стороны, да, о том, вот все-таки какую конкретно, что бы вы назвали, чего не хватает нам сейчас для того, чтобы соблюсти, вот как я понял то, о чем вы говорите, такой традиционный путь развития? Я думаю, в первую очередь веры не хватает. Не обижайтесь, да, что я говорю, но у меня такое впечатление, что вы перестали верить в свою победу. Ведь в 92-м, 93-м весь мир знал, что у вас никаких шансов нету победить. И только вы верили, что вы можете это победить, и победили. Вы, когда я говорю, я себя от абхазской армии не отделяю или от народа. Ведь получилось же, захотели, смогли. Если сейчас захотим, тоже сможем. Сможем лучшее государство сделать. Все, вот самое интересное, что этому народу Всевышний всегда дает шансы. Вот если где-то эти шансы ограничены, то здесь раз в 10 лет какая-то удачная ситуация, здесь везет, но надо же этим пользоваться. Все получится. И чего бы я хотел? Я бы хотел, наверное, чтобы... я ничего нового не придумаю. Я, наверное, хочу того же, чего хотел Владислав Григорьевич когда-то. Или чего хочет каждая абхазская семья. Или, это очень банально и очень просто, но я все равно скажу. Я хочу, чтобы здесь звучал язык и через 100, через 200 лет. Я хочу, чтобы здесь какие-то обычаи, традиции сохранялись. Я хочу, чтобы здесь была модернизация, то есть лучшая медицина, допустим, или образование. Я хочу, чтобы мы придумали этот сплав современного и нашей культуры. И чтобы этот сплав вот как бы блестел на весь мир. Я нашим телезрителям напомню, что у нас сегодня в гостях Заур Боров, кавалер ордена Леона, доброволец из Кабарды, в кабардинском батальоне воевал здесь у нас в Абхазии под командой Ибрагима Яганова. И, конечно же, Заур Боров гражданин Абхазии. Да. Ну, вы мне скажите, пожалуйста, вот вы, конечно же, мы очень внимательно слушаем, и особенно вот то, что касается, так сказать, наших негативных сторон жизни. И мы будем предпринимать все для того, чтобы и предпринимается сейчас, и раньше тоже предпринималось всегда, но с той или иной долей успеха. Но
Мне кажется, что за последнее время это вот участие добровольцев, граждан Абхазии, оно как-то снивелировалось и спало почти что на нет. Вот не считаете ли вы, что вам тоже как-то в этом смысле нужно проявить некоторую большую активность? Как гражданину Абхазии в том числе. Может быть, Как да. добровольцу. Конечно, я не скрываю, да, согласен. Мы часто это обсуждали и говорили, надо было остаться, надо было строить, надо было работать, надо было делать, потому что война, может быть, это самая легкая часть абхазской истории, да? Однозначно. Да, а понятно. потом самые тяжелые, и у нас такие слухи ходят, что вот быстро мы там самую легкую часть прошли, а потом все тяжелое свалили на шею самим абхазцам. Конечно, но как добровольцы вообще к этому относятся? Совершенно, потому что они несколько отстранены. Совершенно многие по-разному относятся, и разные отношения. Я говорю, сколько людей, столько вещей. Кто-то обиделся, банально участок не дали, да? Кто-то сказал так, мое дело было помочь, когда война, а дальше у меня есть родина, я уехал. Кто-то приезжает, кто-то живет здесь, работает, и очень серьезно работает. У меня брат есть здесь, Анзор Го, вы все знаете, да, клинику эту Савитар они построили. Вот, он великолепный хирург, и сейчас была проблема, он сейчас был дома, все братья собрались и говорят, Анзор, все, оставайся, не надо, не уезжай, здесь тоже нужно медицину поднимать, здесь тоже и так далее. Он говорит, нет, я поеду туда. Значит, есть ребята, кто остались, служили здесь в армии или в спецслужбах, они посчитали, что они нужны. Да, я считаю, что мы должны помогать, но тут есть еще другая вещь. Добровольцы не закончились в 92-м, 93-м. Надо привлекать кадровый ресурс Северного Кавказа. Там огромное количество специалистов, я не знаю, инженеров, врачей и так далее. И может быть это тоже добровольцы, кто приедет, поможет построить гидроэлектростанцию или больницу или еще что-то. Надо пользоваться этим. Я абсолютно согласен, но вот, продолжая мысль, которую сказал Валера, я хотел бы сказать, что вот у нас на протяжении нескольких созывов парламента была такая негласная квота, все-таки были за доброволец обязательно какой-то был представлен в парламенте. Вот у нас какой-то дисбаланс произошел все-таки, конечно, за эти годы. Что-то произошло, это я с этим полностью согласен, тем более вот взгляд, я говорю, братский, но со стороны, он еще чем ценен, то, что он не заинтересован и он не вовлечен какие-то в наши внутриабхазские разборки, так скажем, таким словом вульгарно не воспользоваться. В некоторой степени у вас уже давно сложившийся баланс абхазских кланов, если так можно выразиться, да? И мы каким-то образом в этот баланс не попадали. То есть у добровольцев, которые пришли воевать сюда, кабардинцы, адыгейцы, неважно, у нас был один клан государства. Вот абхазское государство. И мы за этим кланом шли. А потом, когда вот... А можно такой более конкретный вопрос скажу, вот, чтобы конкретизировать и, может, даже поострее сделать разговор. Да. Вот вы, я не знаю, случайно, не случайно попали вот в период выборов, и, может, даже будете голосовать, я не знаю, как у вас получается. Ну, я довольно случайно попал, если честно, но постараюсь остаться и проголосовать. Вот меня волнует очень вопрос, вот, на самом деле, мне будет очень интересно ваше мнение. Вот вы слушаете, наверное, и выступления этих кандидатов наших различных, и все достойные люди, в конце концов, все генералы, что вам, наверное, близко будет по профессии и по образу жизни. Вот насколько они отличаемся, вот, что абхазцы выбирают, между кем и кем, между чем и чем? Там разные ценностные подходы, или разные персоны, или разные кланы. Вот как вам видится? Со стороны. Ну, сложно, конечно, сказать, особенно если взять и так синтезировать это все, или там я по полкам разделить. Но мне кажется, что есть два серьезных подхода у вас. Это, с одной стороны, я бы не сказал, что клан, ну так скажем, корпорация профессиональных чиновников. То есть людей, которые все время при государстве, вчера, позавчера, позапозавчера и так далее и тому подобное. И с другой стороны, целое, может быть, новое направление, я бы сказал. То есть они хотят зажечь опять общество. Я не знаю, насколько они профессиональны, но мне кажется, что у них абсолютно абхазский подход. То есть они стараются привлечь к управлению или созданию государства абхазскую традицию, культуру, да, и так далее и тому подобное. Потому что, ну вот я не знаю как, но мне вот так кажется.
И поэтому вот эти два, если можно сказать так, общественный и бюрократический, вот эти два подхода борются друг с другом. Ну, дуализм был всегда присущ вообще абхазскому политическому Да. процессу. Это было и в 19 веке, собственно говоря. Я, например, мне кажется, что и отчасти вот эта трагедия махаджирства произошла из-за того, что вот этот дуализм, он как-то, у нас иногда, как ты говоришь, часто Бог на нас смотрит и из очень сложных ситуаций помогает нам выйти, а иногда и мы бываем наказаны. Вот я считаю, махаджирство это вот такой пример неумного такого раскола, может, внутри общества, или разных ценностных подходов. У нас это есть, и меня всегда беспокоит, что вот этот неусвоенный опыт, он к рецидиву всегда склонен. И как бы нам этого избежать вот сейчас? Я боюсь каждый раз, и не только я, это такой страх у многих есть, вот близких, кого встречаешь, что каждые выборы для нас это испытание расколом. Как нам вот закончится вот с этой традицией? Ну, во-первых, вы должны благодарить общество, что у вас разные подходы есть. Потому что если в обществе только Нет, один да, подход, согласен, да. тогда Германия времен Гитлера получается. Да. Ну да, В этом отношении абхазский народ очень такой демократичный, я бы сказал. Вообще мы на Кавказе считаем, что абхазы по своей природе генетические демократы. Да? Если у нас такая аристократическая традиция в Кабарде, Пирамида, вертикаль да. власти, пирамида, князь-дворяне, у вас вот более демократичное общество, и в этом отношении вам есть чем похвастаться. И второе, как бы избежать раскола, а вот вы знаете, у вас есть какой-то в обществе инструмент, который раскол нации. Вы все время говорите, у нас раскол нет, у вас раскола нет. Раскол это когда друг друга стреляют. У вас разные мнения есть. У вас, и это очень хорошо. С другой стороны, я думаю, что народ все равно примет взвешенные решения и выберет кого-то, и каким-то образом этого раскола, этот раскол обойдет. Я точно знаю, что здесь так будет. Не переживайте. Вы знаете, что, да, конечно же, речь идет не только о том, что вот, существуют разные мнения. Безусловно, конечно, у нас разные мнения существуют, и мы как-то стараемся в этом смысле придерживаться демократических традиций. С драматическим акцентом. С драматическим акцентом, да, потому что демократические традиции, они тоже не совсем нами установлены, откуда-то тоже приняты, и иногда они нам не все и подходят, как вы правильно об этом говорили. Мы не за единомыслие, конечно же. Но с другой стороны, когда мы говорим о расколе в обществе, мы подразумеваем, знаете, вот эту некоторую нашу разобщенность не по идейному принципу, а или по фамильному, или по чиновничьему, как вы говорили, или, я не знаю, там еще по другим каким-то причинам, не хочется их называть, коррупционным, например. Вот, понимаете, мы имеем в виду вот этот раскол. Это преодолеть этот раскол можно только тогда, когда в обществе будет достаточно прочная, основательная, эффективная система управления. Или когда вас будет 2 миллиона. Или когда нас будет 2 миллиона. Да, нация все-таки очень маленькая. Да, но в этом случае просто интересно, как добровольцы воспринимают. Они воспринимают вот то, что постоянно у нас, вы правильно совершенно говорили, что вот этот вот раскол, о котором постоянно говорят, действительно, вот сейчас, например, говоря о предвыборной ситуации, тут я не вижу действительно какого-то раскола. Соблюдается старая наша традиция, брат идет за брата. То есть это можно квалифицировать как фамильный сговор какой-то, да? Это традиционное. Или товарищ, идет за товарища. Вот, это тоже можно понять, правда, есть какое-то существует братство. Вот у нас нету вот этого, знаете, точного определения того, что собой представляет борьба мнений. Вот по мнениям и вот поэтому как-то вот послушаешь всех кандидатов, все говорят в принципе одинаковые вещи, и хорошие, и правильные, и так далее. Но в чем-то все равно конфликт есть. Я понимаю, что конфликт ценностный. Вот то, что очень хорошо вы заметили. Есть люди, которых такой подход более традиционный, есть такой более, я не знаю, как назвать, респектабельный или бюрократический, но другой подход к жизни. И при этом есть маленькая нация, вообще, как в маленькой нации выбирать президента,
эта культура дискуссии мы утрачиваем. Это то, что есть в соцсетях, раз она уже выливается и не только в соцсети. А представьте себе нашу ситуацию. Мы, допустим, как, ну, там, Союз абхазских добровольцев или вот какая-то меня перебил, корпорация ветеранов, да, мы не можем стать на сторону одного кандидата. Потому что те, кто поддерживает другого кандидата, это тоже наши братья, мы тоже вместе с ними воевали. Да, и вот, нет, я выступал на съезде АРО, я сказал, мы поддерживаем любой выбор абхазского народа, какой бы он ни был. Это в любом случае, мы поддерживаем абхазский народ. И наш клан называется абхазский народ, а не какая-то определенная фамилия, но мы между собой договорились. Каждый из нас имеет паспорт гражданина Абхазии и персонально может поддерживать любого кандидата, голосовать за кого хочет, я не знаю, в штабе работать у любого кандидата, но как общественная организация совместная, да, мы поддерживаем или абхазский народ, или, конечно, у нас здесь есть свой приоритет. Мы поддерживаем ветеранские организации. У нас есть братские ветеранские организации. Вот я на съезде АРО выступал. Конечно же, мы их поддерживаем, потому что мы в одних окопах с ними сидели. Но все равно, в первую очередь, наш клан называется Государство Абхазия. Мы поддерживаем его, и кого бы ни выбрал абхазский народ, мы этот выбор. Но у нас и две ветеранские организации есть еще Амцахара. Мы стараемся обе поддерживать. Единственное, Амцахара нас не очень часто приглашает, хотя приглашает, ну, кто-то ездит без разговора. Но мы поддерживать стараемся все ветеранские организации, потому что это ребята, которые с нами в одном окопе сидели. Да. Ну, наше время уже истекает, подходит к концу нашей передачи. И, конечно же, мы вот завершим таким общим, наверное, вопросом о том, все-таки мы еще раз подведем такой итог. Каким вы видите вот перспективу взаимоотношений наших уже теперь вот в наше время между добровольцами и вот Абхазией? Я думаю, знаете, все-таки перспективы будут немножко другие. Какими они вам решаются? Сейчас будут выборы, придет новое руководство Абхазии. И я думаю, дружить начнут на уровне каких-то корпораций. Чиновники Абхазии будут дружить с чиновниками Кабардино-Балкарии, деятели культуры будут обмениваться. Мы будем дружить со своими вот друзьями-ветеранами, молодежь сама собой. И, в принципе, речь будет стоять о братских отношениях народов, а не о каких-то маленьких группах ветеранов или так далее и тому подобное. В принципе, в самое плохое время, когда отношения там Абхазии и, скажем, черкесского мира немножко затухали, добровольцы сделали все, что смогли. Они не дали затухнуть этим отношениям. Они как можно защищали эти отношения, развивали их, ездили, я не знаю, и так далее, и тому подобное. Они свою какую-то работу и в этом отношении выполнили. А дальше, я думаю, у нас тоже смена руководства в Кабардино-Балкарии, тоже новый глава республики, абсолютно с новыми идеями, там, с новыми возможностями. Я думаю, новые политические руководства, новые поколения политиков и самое главное, новые поколения, это я молодежь имею в виду, они дальше двинут эти отношения. И, может быть, придет время, когда мы скажем, что 92-й год это не пик был, это где-то там серединка была. Да. Но я хочу сказать, что очень важно, с учетом вот глобализации, она не только несет отрицательное, много положительного несет. То есть мы должны выстраивать общее информационное поле, общее экономическое поле, общее политическое поле и культурное, и образовательное, и медицинское, и так далее, и так далее. Потому что мы форпост ваш, не в силу там нашей уникальности, а в силу того, что выход к морю есть, мы имеем больше возможностей, как независимое государство и так далее, и так далее. Да, тем более, что многие из тех, кто сейчас, значит, свою предвыборную программу демонстрирует, они говорят, что приоритетом их предвыборной программы является дорога на Северный Кавказ. А если она все-таки будет сделана и открыта в Донбай, в Карачаево-Черкесию, то я думаю, что это сумасшедший толчок отношениям даст. Потому что любая дорога связывает лучше любых, значит, каких-то заявлений или там любых выступлений. Это будет уже очень серьезно. Да, ну вы знаете, вообще, конечно, то, что нас связывает, это связано с той гордостью, которую испытывает абхазский народ за самоотверженность добровольцев. Мы всегда будем, конечно же, в долгу перед
добровольцами. Это действительно очень самоотверженный шаг, очень важный шаг для нас был. Хочется, чтобы об этом как можно больше людей узнавало. И вот этот наш предмет гордости распространялся как можно на большую аудиторию. Поэтому я думаю, что вот этот праздник, День добровольца, хотя его, может быть, даже и праздником нельзя называть. Ну, это такая дата. Мне очень понравилась идея Зарокановского. Может, этот день есть смысл назвать День братства. День братства, да, Может вот быть, действительно, да. чтобы он Но в основе превратился в лежало такой... добровольчество. То есть надо всегда помнить, с чего все начиналось. Надо это не памятник, это здание, которое надо каждый раз строить и улучшать его. Огромное количество людей погибло. Для нас, для маленького государства, это очень была невосполнимая, конечно, потеря. Но можно сказать, что вот те люди, которые погибли, они нам, собственно говоря, и подарили жизнь. А теперь мы своими поступками, своими действиями должны сделать именно что-то такое, что можно было бы назвать тоже подарком вот в их сторону. Я так думаю. Я думаю, для развития отношений теперь меньше сделать могут добровольцы, а больше может сделать, например, телевидение. И может быть мяч уже находится на вашей стороне, и может теперь уже от вас будет зависеть поднятие планки, расширение, увеличение и увековечение памяти в том числе, потому что абхазское телевидение, насколько я вижу, довольно серьезное время уделяет вот добровольческому движению, истории войны и так далее. Да, я думаю, что, конечно же, все наши взаимоотношения и те маленькие какие-то недоразумения, будем так называть, они в конечном итоге канут в лету. Нашим телезрителям я напомню, что у нас был в гостях сегодня Заур Боров, кавалер ордена Леона, доброволец из Кабарды, участник кабардинского батальона под командованием Ибрагима Яганова, гражданин Абхазии. Огромное вам спасибо за участие в передаче. Интересно было с вами беседовать. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго.